Салам алейкум, дорогие подписчики. Моя мама мне так это объяснила после вот этого случая, который со мной случился. Она сказала, никому не смей рассказать свои этой истории. Они наоборот тебе как это наверх, это рано, они высыпают это солью. Они не понимают тебе, они тебе не чувствуют. Они наоборот тебе будут это осуждать, обсуждать, упрекать. Они будут тебе обидеть, они будут тебе как до слез это довести. Поэтому она мне сказала, что никому не рассказывай, никому. Если хочешь, что ты спокойно жила, что тебе не трогали, ни как это больно не сделали, никому не рассказывай. Я тебя знаю, я тебя поддерживаю, папа тебя поддерживает и братья. Никому, ты ничего не должна, не рассказывай. Ты скажи, нет времени, ассалам алейкум, алейкум ассалам, до свидания, и все, вот так. Моя мама была самая это умная, мудрая женщина в мире. Она сказала, что твоя боль– это твоя боль. Твоя боль, никто это не чувствует. Ты сама это получила, ты сама это чувствуешь. Да. Каждый человек свою боль сам чувствует. Даже если буду вот я рассказываю вам, кто-то из вас это чувствует меня? Нет, конечно. Вот среди этого, вот это мои просмотры тоже сейчас появится хейтеры. Потом начинают хейтерить. Ой, кому нужна твоя история? Ты зачем рассказываешь? Я рассказываю с целью, что жизнь с этим не закончится. Кого-то изнасиловали, пожалуйста, стоите, вставайте и дальше идите. Держите это связь с Аллахом. Будьте как это раб Аллаха. Вот для этого я рассказываю. Кому не нравится, не смотрите мои истории. Понятно? Не хейтерите. Хейтеры везде есть, хватает их. Поэтому вот это моя мама так мне это объяснила, что твоя боль, никому это не интересно. Поэтому я истории всегда рассказываю своей реальной жизни для вас, что кому-то где-то будет поддержка. Не конец света же, правильно, что вот мне было 20 лет, а сейчас мне 54, 54 будет это 22 апреля. 54. А вот в течение сколько год, вот с 20 не было, вот 24 лет я всегда в поиске знаний развиваюсь, развиваюсь, развиваюсь. В течение этих года я заботила папу, маму, я уже замуж, это как с мужем жила, я это развивалась, карьеру строила, книгу переводила, научное это дело у меня было, все вот в течение 24 лет только я шла вперед, 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 не стояла на месте или как не пошла назад. Не пошла назад, что я не буду, не могу, мне все сломано, мне ничего не получится. Нет, конечно. Человек, если хочет, все сможет. Все это наше, как это, вот здесь наш, это внутри нас. Если внутри нас такой сильный, связь Аллаха, и вперед идете всегда. Вперед, вперед, вперед. Не стоите на месте и не идете назад. Да, поэтому моя мама, она мне сказала, что держи, только со мной поделись, ни с кем не поделись. Я с мамой поделилась, моя мама всегда мне дала совет. Вот совет мамы, что она сказала, рожай себе ребенок. Хочешь, живи с мужем, не хочешь, этот выбор за тобой. Она мне не сказала, что выходи замуж и разведи. Нет. Она сказала, выходи, пожалуйста, рожай ребенка, а то тебе потом будет упрекать, что вот столько тебе это диплом, у тебя сколько знаний, а тебе ребенок нет уже. Что, для чего ты живешь? Поэтому вот и слушала я мама, вышла и родила. Благодарю Аллаха и благодарю маму, что она мне дала такой совет. Ее совет мне помог. Я сейчас рада, что я стала мама, у меня есть ребенок, я с ней радуюсь, с ней как это живу. Вот так. Благодарю за внимание. Телефон. Да, вот так у меня как это говорят. Получается, что вот так. Пока-пока.